Новые объекты, изменения и большие проекты 2023 года в Альметьевске. Добрый путь. Спасибо огромное всем, кто поддержал. И я считаю, что это шикарный подарок под Новый год для нашего города. Объект уже в ближайшие дни и в новогодние праздники будет наполнен жизнью и будет расцветать. Реконструкция Советской и Комсомольского парка, отремонтированные первый лицей и первая татарская гимназия. Чем еще запомнится уходящий год? Когда праздник не в радость. Такая ситуация произошла. Необходимо выпить абсорбенты, естественно. Что делать при переедании и как не спутать его с кишечным вирусом? В Азнакаевском районе открылся 19-й фельдшерско-акушерский пункт по национальному проекту. Все здесь на высшем уровне. На площади в 42 квадратных метра создали все условия для пациентов и для сотрудников. Это новости Юго-Востока. В студии Елена Бауэр. Здравствуйте. Уходит в историю и 2023 год. Он запомнится, кроме прочего, открытием новых объектов, преображениями, наиболее заметными переменами и масштабными проектами. В следующем сюжете вспомним о самых главных из них. Сюжет Елены Золотаревой. Реконструкция Советской стала одной из наиболее обсуждаемых новостей в Альметьевске. С начала строительного сезона до завершения работ дорогу постепенно закрывали для транспорта. Реконструировали участок от улицы Радищева до Тагирова. На полную реконструкцию закрыли Комсомольский парк, и это стало еще одним обсуждаемым событием. Ранее огороженный высоким забором, он стал открытым общественным пространством. В будущем здесь разместят павильон с кафе, книжный магазин, музейную экспозицию, библиотеку с учебным классом, тренажерную и детскую площадки. Работа продолжится в новых сезонах. А вот как проходили общественные слушания. Мы сохраняем площадку воркаута с тренажерами, где можно будет разминаться до и после тренировки. А также сделали еще 2 площадки не с турниками, а с тренажерами для жителей, так как мы поняли, что спортивные функции – это не только функции для спортсменов. Глобальная реконструкция продолжилась и на городском водохранилище. Там завершили подготовку части территории для прогулочной зоны и для создания дополнительных объектов. Речь об участке со стороны моста. Территория там стала шире и, что важно, строители выполнили монтаж автономной системы канализации. Есть уже планы на следующий год у нас тоже продолжить здесь благоустройство. Вообще сейчас вся внутрянка, которая скоро уйдет внутрь под благоустройство, здесь сделаны очень важные вещи. Подтянуты сети, септик канализации, который может находиться вблизи воды, герметичной. Немножко расширена территория. Преобразилась в этом сезоне и территория городского озера. Работа проходила в рамках года водоохранных зон. Строители благоустроили территорию, установили новые архитектурные формы и обновили входную зону на пересечении улиц Шевченко и Булгар. Вот еще один грандиозный проект. Старейшее учебное заведение Альметьевска получило второе рождение. После глобальной реконструкции первый звонок прозвенел в первом лицее. Почти полгода длился ремонт и строительство на территории первой школы старой части города, после чего она открыла свои двери уже в новом статусе. Сотни миллионов рублей, вложенных компанией «Татнефть», пошли на возведение новых учебных зданий и спортивных сооружений. Да не знаю, тут все, не могу сконцентрировать что это конкретно одно тут. Просто все на высшем уровне. Да, стало очень современно, очень нравится, очень красиво. Молодцы. Большие и приятные перемены пережила и татарская гимназия. В школе также прошел капитальный ремонт. Он преобразил все помещения заведения. И, что важно, обновили центральный вход. Из-за плачевного состояния им не пользовались 10 лет. На преобразование выделили 135 миллионов рублей из федеральных средств, 54 миллиона из республиканского бюджета. Еще 320 миллионов рублей составила спонсорская помощь. На самой большой стене здесь будет высказывание Ризаддина Фахриддина: приобретение знаний – самое великое дело, самое заветное желание. Подарком для молодого поколения стала новая школа креативных индустрий. Она открылась в Альметьевске на базе инженерного лицея. Здесь можно научиться писать электронную музыку, освоить азы монтажа, анимации, фото и видеосъемки, а в перспективе начать зарабатывать со школьной скамьи. Помог воплотить желание в жизнь проект Минкульта России. На реализацию направили 125 миллионов рублей. Мы обучаем их навыкам, и уже дальше мы начинаем работать
работать с детьми, именно там с предпринимателями, да, города, начинаем взаимодействовать с предприятиями, на фриланс-площадке выходим, именно чтобы дети могли монетизировать свои знания. И прямо под самый Новый год состоялось долгожданное открытие фабрики креативных процессов. Это новый молодежный центр, который расположился в здании ДК Горького. Это стройка, которую обсуждали с самого ее начала. То, что в городе начнут реконструировать долго пустовавшее здание, было трудно поверить. И вот результат – новый молодежный центр, в котором расположились швейная мастерская, 2 помещения для киберспортсменов, мини-типография, хореографическая, театральная, гончарная и художественная студии. Добрый путь. Спасибо огромное всем, кто поддержал. И я считаю, что это шикарный подарок под Новый год для нашего города. Объект уже в ближайшие дни и в новогодние праздники будет наполнен жизнью и будет расцветать. Все это только часть преображений. Менялись дворы и дома. Каждая из таких становилась наиболее долгожданным для его жителей. Ремонтировались городские и загородные дороги. И сколько событий еще предстоит. Каждая из них – это вклад в будущее, в котором жители и их благополучие на первом месте. Елена Золотарева, новости Юго-Востока. В Альметьевске подвели итоги работы по противодействию коррупции. По информации прокуратуры, за год выявлено 101 нарушение коррупционного характера. Выписано 50 представлений, 41 сотрудник привлечен к административной дисциплине. Подробно также говорили о мерах по противодействию коррупции в Департаменте развития. Об этом рассказал руководитель. В завершении работы определили задачи на следующий год. Подводя итоги, можно отметить о необходимости продолжения работы по профилактике коррупционных правонарушений, проведению мероприятий по правовому просвещению, расширению взаимодействия с правоохранительными органами. Продолжаем выпуск. Новогодняя ночь может принести не только радость. Обилие вкусной и разнообразной еды способно привести к перееданию и расстройству пищеварения. Советы врачей о том, что делать, если такое произошло, в следующем сюжете. Не секрет, что в новогоднюю ночь многие совсем не следят за питанием. Откладывая трапезу к бою курантов, мы обрекаем себя на переедание. Случались ли у вас переедания во время праздников? Бывает. Как справляетесь с этим? Ничего, второй день разгрузочный будет. Спим. Случались ли у вас переедания либо отравления в празднике? Никогда. Как вы избегаете этого? Питаемся в меру. Красиво встречаем. Для того, чтобы не произошло неприятных ситуаций, необходимо правильно накрывать стол и равномерно питаться в течение дня. Майонезные салаты можно заменить салатами с подсолнечным маслом, считает врач общей практики Альфия Мухиддинова. Не пренебрегать завтраком, обедом и ужином, а также стоит провести время на свежем воздухе. Если же все-таки произошло, такая ситуация произошла, необходимо выпить абсорбенты, естественно, постараться и на следующий день, на уже 1 января, постараться все-таки воздержаться от приема пищи, провести какой-то разгрузочный день. Отличить отравление от кишечного вируса можно и самому, но при определенных симптомах необходимо обращаться к врачу. Естественно, при многократной рвоте, если рвота уже не один раз произошла, не 2 раза, а прям многократная обильная рвота или же многократно обильный жидкий стул. Это опасно обезвоживанием. Поэтому и при повышении температуры свыше 38 градусов. Это также опасно тем, что, опять же, возможно обезвоживание, судороги. И все может быть. Поэтому необходимо обращаться, естественно, вызывать скорую медицинскую помощь и обращаться в поликлинику, в приемный покой за медицинской помощью. В период праздников поликлиника медсанчасти работает в штатном режиме 4, 6 и 8 января, а приемный покой работает круглосуточно. Маргарита Трегубенко, Антон Николаев, новости Юго-Востока. Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт появился в деревне Талыбуляк в Изнакаевском районе. Он стал 18-м построенным по национальному проекту здравоохранения. И открытие еще одного фельдшерского-акушерского пункта в селе Муслюмово планируется в самое ближайшее время. Подробнее в сюжете. Настоящий новогодний подарок – открытие нового модульного фельдшерско-акушерского пункта в деревне Талыбуляк, где проживает около 200 человек, очень ждали. Такое важное, хорошее, радостное мероприятие. Сегодня открыли фельдшерско-акушерский пункт по национальной программе республики. Это очень нужный объект для нашей деревни, для деревни Талыбуляк, для населения. На сегодняшний день здесь такие хорошие условия. У нас и фельдшер, сейчас новый фельдшер, здесь с помощником работает вместе с населением.
На площади 42 квадратных метра созданы все условия и для пациентов, и для работников. ФАП полностью оснащен оборудованием и мебелью, подключен к коммуникациям. Всего здесь 2 специалиста – фельдшер и помощник. Все здесь на высшем уровне. Как я сюда устроилась, я работала до этого в старом ФАПе. Там было холодно, не было столько оборудований медицинских для хорошей работы. Сейчас я очень рада. Рад народ этому ФАПу. Все хорошо. Новый ФАП построили в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Это национальный проект в республике работает с 2012 года. В этом году в районе построили 2 фельдшерско-акушерских пункта. Совсем скоро планируется открытие в селе Муслюмово. Вот в данном фельдшерско-акушерском пункте мы получили все необходимые разрешительные документы, то есть это и санэпидзаключение, и лицензии, и сегодня мы официально торжественно его открываем. После Нового года, дай бог, завершим работу по оформлению Муслюмовского фельдшерско-акушерского пункта и также торжественно, дай бог, будем открывать. Всего за время действия программы в районе было построено 46 ФАПов, из них 19 модульных. Алла Фахразиева, Рустам Акберов, Алмаз Иксанов. Специально для ЮВТ-24. Главные события города, района и всего Юго-Востока Республики есть на нашем сайте. Если хотите оперативно узнавать свежие новости, подпишитесь на наш телеграм-канал. Предложить тему для выпуска можно, написав нам в WhatsApp. Это еще не все новости. Вернемся после короткого перерыва. И вот о чем расскажем в следующей части. Полюбившиеся зрителям передачи, новые ведущие и призовые места. Телекомпания ЮВТ-24 подвела итоги уходящего года. Воспитанники Альметьевского детского дома погрузились в новогоднюю сказку. К поздравлениям присоединился и глава района. 2023 год был насыщенным на события на юго-востоке республики и в Альметьевске в частности. Журналисты нашей телекомпании рассказывали о самых значимых из них ежедневно. В эфир вернулась городская среда. За ушедший год наша телекомпания выпустила 3 спецпроекта. Что еще принесли прошедшие 12 месяцев ЮВТ-24, расскажем в сюжете. За прошедший год наша телекомпания выпустила 298 выпусков на русском и 114 на татарском языках. Интересные люди, события, проекты. Обо всем этом вы могли узнать из наших эфиров. Летом мы запустили новый сезон передачи «Городская среда». Ее гостями стали эксперты, чиновники, волонтеры, музыканты, предприниматели. Также в эфир вернулся ее татарский аналог Шахер Мохите. Новый ведущий Равкат Шагеев познакомил зрителей с деятелями культуры, экспертами в различных сферах. В формате городской среды прошел спецпроект о помощи военнослужащим. На него мы пригласили местных активистов, волонтеров и самих военных. Они более доступны в плетении. Год запомнится нам и нашим зрителям еще 2 специальными проектами. Фильмом о сохранении народных традиций для Совета ветеранов и фильмом о сотрудниках телекомпании, которые ежедневно в сюжетах рассказывали о том, как не стать жертвой мошенников, делали обзоры на заявки из народного контроля, освещали проблемы в сфере ЖКХ. Не забывали и про спортивные события города. Одним из них стал первый фестиваль уличных видов спорта «Элмет». Памп-трек только кажется простым. Проехать по нему и исполнить трюк – настоящее искусство. В уходящем году нас наградили за победу в первом этапе всероссийского конкурса на лучшее информационное освещение в номинации «Лучший сюжет» деятельности Федеральной службы судебных приставов. В такой же номинации мы победили за освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций республики. Одной из важных побед стало призовое место на конкурсе региональных телекомпаний «Камский бриз». Мы делаем качественный продукт и движемся в правильном направлении. Активной жизнью мы живем не только на экранах телевизоров и гаджетов, но и в социальных сетях. За прошедшие 12 месяцев на нас подписались почти 2000 человек в разных соцсетях. Еще больше событий и новостей впереди, о которых мы обязательно расскажем в телеэфире, на сайте и наших пабликах. Елена Бауэр, новости Юго-Востока. В Лениногорске прошла встреча руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются благотворительностью. На ней подвели итоги деятельности, лучшие представители бизнеса получили награды. Подробнее далее. Глава Лениногорского района Рагат Хусаинов подвел итоги уходящего года. Жители активно помогали фронту и мирному населению Лисичанска и Рубежного. В зале присутствовали герои настоящего времени, участники спецоперации. Мы испытываем гордость за страну, наш народ и нашего президента. Героями уходящего года по-прежнему остаются наши солдаты, которые сейчас находятся на передовой и участвуют в специальной военной операции
на территории Украины. Они сражаются ради нас с вами, ради будущей России. Они обязательно вернутся с победой. В сборе гуманитарной помощи принимали участие предприятия города, предприниматели, горожане и сельчане. В их числе группа добровольцев с любовью и молитвами. Каждую помощь, которую мы отправляем ребятам, у нас уходит в госпиталь основная. В госпитале ребятам очень много нужно. Футболок, трико, обувь. И если есть желающие помочь, я прям прошу, что каждый, кто сможет, может поучаствовать. Руководители предприятий и организаций, предприниматели, жители были награждены благодарственными письмами главы за участие в благотворительных делах и вклад в развитие города и района. 9 лениногорцев получили награды за сохранение культуры и традиций. Дополнял торжество праздничный концерт. Лениногорские коллективы и исполнители дарили гостям свои лучшие номера. У нас в зале присутствуют ребята, которые искренне верят в мечты, которые сбываются. Они написали письма Деду Морозу, в котором загадали свои заветные желания. Депутаты, руководители предприятий, бизнесмены исполнили мечты юных лениногорцев в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Она уже давно стала доброй традицией. В акции могли принять участие дети с ограниченными возможностями здоровья, ребята из многодетных, малообеспеченных семей, дети участников спецоперации. Желания мальчишек и девчонок были просты и понятны. Это лыжи, электронные гаджеты, игрушки, детская косметика. Наталья Лакомкина, Роман Богатов, новости Юго-Востока. Новогодние забавы для детей, организованные Татнефтью, прошли в парке «Юбилейный». Днем ранее такое же захватывающее торжество состоялось в поселке Карабаш Бугульминского района. Дети и взрослые стали участниками сказочного приключения, в котором водили хороводы, с танцами вокруг елки, играли в игры, соревновались и получали подарки. Красавица-елка и зажигательная музыка собрали детей и взрослых в парке «Юбилейный». Здесь царили веселье и чудесная атмосфера. Не обошлось без приключений. Используя свои магические силы, Гринч решил украсть Новый год и мандарины у гостей праздника. Несмотря на его проказы, ребята вместе со сказочными героями дали ему отпор и защитили любимый праздник. Мне очень понравилось, я танцевала все время без остановки. С веселыми конкурсами, активными играми и танцами на свежем воздухе время пролетело незаметно. Дети ловко управлялись с гигантским надувным реквизитом, проходили испытания, устраивали забеги. Одевали штаны, и надо было бегать до конуса. Это было очень весело. Гринч, драконы, снеговики. Очень интересная, насыщенная, веселая программа. Детям нравится, они скачут, водят хороводы, поют песни, отнимают мандарины у Гринча. Привлекала внимание и пользовалась популярностью большая красочная карусель. На ней катались дети и взрослые, сидя верхом на маленьких лошадках, в карете Золушки и оседлав других сказочных животных. Аттракцион был изготовлен по заказу Татнефти на производственной площадке завода «Ленмаш» в Лениногорске. А неподалеку можно было угоститься горячим чаем, блинами и полезной кашей. Замечательный праздник, хорошая атмосфера, веселая. Классно, ярко, Новый год. Люблю Новый год. Поздравить всех с наступающим праздником пришел Дед Мороз. Вместе с ним символ 2024 года Дракоша и Большой Мишка. Они с радостью дарили гостям теплые объятия и позировали для фотографий. Снимки надолго сохранят память о радостных минутах праздника. И, конечно, никто не остался без вкусного подарка. Вдобавок ко всему, участники торжества получили незабываемые впечатления и праздничное настроение. Наталья Лакомкина, Роман Богатов, новости Юго-Востока. Новогодние подарки подарили детям, проживающим в семьях, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Сделали это представители соцзащиты и группы компаний «Альянс Сервис». Она уже знает, что бывает помочь. С Новым годом тебе, солнышко. Да. Спасибо, Маш, скажи. Маш, вот тебе подарки. Маш, еще один. Слушайте маму, расти большой. Такие акции для сотрудников Альметьевской соцзащиты уже стали традиционными. Новый год наступит уже через пару дней. Во многих детских учреждениях проходят утренники. Детский дом в Альметьевске не остался в стороне. Дети показали красивую сказку со счастливым финалом, чтобы каждый мог верить в чудо. Как прошел праздник и кто приехал поздравить воспитанников, смотрите в сюжете. Дед Мороз и Снегурочка заехали поздравить воспитанников детского дома. В праздничную атмосферу окунулись дети и взрослые. Так, ребятки, давайте будем говорить заклинание. Раз.
2023 год стал для учреждения очередным годом достижений. В помещениях сделали ремонт, а воспитанники участвовали во множестве конкурсов и соревнований. Футболисты заняли 2-е место в фестивале «Вернуть детство», а воспитанник Женя стал лучшим из чтецов среди регионов Приволжского федерального округа. Чтобы все новогодние чудеса всегда сбывались, чтобы все верили в чудо. Это самое главное. Я желаю на Новый год счастья, здоровья, любовь, красоты, чудеса волшебные. С Новым годом детей поздравили не только Дед Мороз и Снегурочка. С пожеланиями приехали гости. Чтобы для каждого был особенно классным, счастливым 23-й год, чтобы вспоминали позитивно, но и нашему прекрасному дому деток наших прекрасных. Ему только тепла, позитива, процветания. Еще раз спасибо всем неравнодушным. Каждый раз окунаемся в сказку. Но самое важное в этом то, что эту сказку делаете вы сами себе. И вы в эту сказку погружаете тоже нас. И в такие дни, конечно же, хочется делать небольшие чудеса, чтобы эта сказка наполнялась смыслом. Дети подготовили концертную программу, сценку про Кощея в стиле русских сказок. По традиции все заканчивается благополучно. Праздник прошел с песнями, танцами и стихами, а Дедушка Мороз вручил долгожданные подарки. Маргарита Трегубенко, Антон Николаев, Новости Юго-Востока. Это все новости на сегодня. Посмотреть выпуск сначала вы можете на нашем сайте. Его адрес alimetivsk-ru.ru. Делитесь мнением о важных и интересных событиях дня в комментариях, а также пишите нам свои пожелания и предлагайте темы для новых выпусков. Всего доброго!